Это история о силе любви и труда. Захар Бажуков появился на свет в июне 2008 года, абсолютно здоровым ребенком. Все как у всех, сидел, ползал, начал ходить и даже уже говорить. Пока однажды, когда мальчику было всего 1,5 года, не случилось страшное. Но в один прекрасный момент он подошел ко мне и сказал: «Мам, смотри», показывает мне свою руку левую. Рука у нас в судороге. Я позвонила в скорую, скорая нас забрала. Ну и все, 35 суток реанимации, искусственная вентиляция легких. И ребенка я оттуда забрала уже инвалида. То есть ребенок у меня полностью был лежачий. Захар переболел менингоэнцефалитом. После реанимации родителям пришлось заново учить его сидеть, держать голову, ходить. На вопросы мамы, встанет ли когда-то ее ребенок, врачи лишь разводили руками и говорили: «Мы не знаем». Поражена была слишком большая часть мозга. Много людей нам помогло, большое спасибо, конечно, им. И мы начали видеть результат, когда по истечению какого-то времени, потихоньку он начал хоть как-то голову держать, в общем, начал восстанавливаться. Естественно, речь прекратилась, взгляд, конечно, был у него пустой, это очень пугало. Но со временем постепенно он начал приходить в себя. Но мы, родители, начали замечать изменения в лучшую сторону. Занимались ребенком родители, не покладая рук. Со временем встал вопрос – идти в садик. И вот оказалось, что в Ухте есть специализированный, как раз для таких особенных детей. Туда и попали. А после школа. Родители настаивали на том, чтобы их ребенок не был оторван от социума. Им было важно, чтобы Захар учился, как все, в самой обычной, средней, общеобразовательной школе. И мальчика приняли во всех отношениях. Лишь только в начале одноклассники немного сторонились необычного ребенка, но после стали ему настоящими друзьями. Сам Захар, к слову, сейчас единственный хорошист в классе, и это еще больше подталкивает его к будущим успехам. Сказка – это стоящая красавица, потому что там много волшебства. Те, кто видел Захара, какой он был и какой он сейчас стал, они не верят, что с такого лежачего ребенка можно поднять. Ему нравится с детками, то есть этот социум, он, конечно, он прям хочет в эту школу общаться, и все его понимают. А еще Захар в будущем хочет стать президентом, чтобы помогать людям. Своими знаниями и логикой он покоряет многих учителей. А еще он часто говорит такие вещи, которые сложно ожидать от ребенка. Это очень взрослые рассуждения. Со дня на день в Ухту для мальчика прибудет вертикализатор. Это вспомогательное устройство, которое создается по индивидуальным параметрам инвалида. На прошлой неделе, когда в «Жемчужину Севера» прибыла первая партия средств реабилитации, купленная на деньги республики, его еще не успели изготовить, но вот теперь аппарат в дороге, и ждать осталось совсем недолго. Любовь Лапина, Евгений Грох, телеканал Юрган, Ухта.